В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего четверга. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. На бесплатные лекарства для больных COVID-19 в Якутию направят более 11 миллионов рублей. Между тем, Мирнинский район переживает подъем заболеваемости. Какие меры приняты? Групповое заболевание норовирусной инфекции зарегистрировали в детских садах Ленска. Кишечный недуг коснулся порядка 40 человек. Расселение или проведение укрепительных работ. Комиссии по ЧС предстоит решить судьбу аварийного дома Гагарина-4 в Якутске, где на днях в одной из квартир обвалился потолок. Якутский проект «Покорители холода» получил гран-при региональной премии «Серебряный лучник. Дальний Восток». «Черный снег» теперь и в России. Фильм якутского режиссера Степана Бурнашова вышел в ограниченный прокат. Итоги конкурсов «Снежная горка» и «Снежное чудо» подвели в поселке Чульман Нерюнгринского района. Работы покорили сердца не только детей, но и конкурсной комиссии. На бесплатные лекарства для больных COVID-19 в Якутию направят более 11 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава российского Кабмина Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства. Речь идет о пациентах, которые получают медпомощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и недопущения развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. По информации оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе коронавирус выявили у 122 якутян. Из них в Якутске заболели 40 человек. Мирнинский – лидер по новым случаям среди районов. Там зафиксировали 30 заболевших. По 11 случаев в Алданском и Нерюнгринском районах, 6 в Усть-Алданском, по 5 в Мегино-Кангаласском и Татинском. Еще в 8 районах выявили от 1 до 4 заболевших. Также в республику поступило более 27 тысяч доз вакцины для профилактики COVID-19. Получили первую вакцину 13 тысяч человек, в том числе за сутки 2300 людей. На территории Якутии продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Как проходит процедура в регионе и насколько активно якутяне получают прививку, расскажет Дмитрий Тымыров. Желающих получить бесплатно вакцину от COVID-19 сегодня предостаточно. В поликлиниках республики очередь. На сегодняшний день у нас привито около 1000 граждан. Значит, запись предварительная проводится по номерам колл-центра. И далее, значит, оператор колл-центра, медрегистраторы сразу записывают к врачу в программе ТММИС в расписании. Перед вакцинацией, скажем, желающим проводят экспресс-беседу. И врачи обязательно должны получить от жителей Якутии согласие на получение прививки. Эта процедура занимает лишь несколько минут. Занимает минут 5, в зависимости от того, как видит человек. Просто для пожилых немножко трудность создает работа в очках, если забывают очки. Но у нас есть волонтеры или медработники, которые помогают заполнять анкеты. Сегодня иммунизация населения проходит повсеместно. По сообщению оперштаба, на сегодня вакциной обеспечены 26 районов Якутии. Так, преодолев длинный путь, сегодня в Алёкнинский район прибыла первая партия вакцины Гамковид-Вак в количестве 100 штук. Народ уже названивает, они хотят уже в очереди записаться и подходить. Потому что сейчас вакцина потихоньку поступает. Вот сегодня мы получили на 100 человек вакцины. Значит, первый и второй – это 200 доз пришло. И вот как пришло сегодня, и сегодня же начинаем уже вакцинировать. По словам медиков, получить вакцину могут все, но есть и ряд ограничений. Абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 является это беременность, кормление грудью, людям
с аутоиммунными заболеваниями, онкологическими заболеваниями, а также обострением хронических заболеваний. Это, конечно, противопоказанием. А вот переболевшим новым вирусом придется немного подождать. Им можно получить вакцину только через полгода, но только после обследования врача. Если человек, переболевший коронавирусной инфекцией, сомневается в том, что надо ему делать или нет, в этих случаях мы можем по истечении 6 месяцев провести исследование на антитела. И, соответственно, если титр антител иммуноглобулина G будет меньше 2, тогда мы ему вакцину будем ставить. Если у него антитела будут сохраняться больше, чем титр 2 и более, тогда мы ему, конечно, вакцинацию ставить не будем. Сегодня врачи напоминают, что каждый привитый гражданин должен в обязательном порядке получить вторую вакцину, так как максимальное количество антител G к коронавирусу вырабатывается на 35-45 день после введения второго компонента вакцины, пояснив, что именно к этому времени вырабатывается самый мощный иммунный ответ организма. Напомним, по последним данным, на территории региона уже привито более 13 тысяч человек, и это число с каждым днем растет. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Как сообщали ранее, эпидемиологическая ситуация в Мирнинском районе остается напряженной. Район находится на первой строке по заболеваемости COVID-19 после Якутска. По данным оперативного штаба, сегодня в районе выявлено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. В текущем месяце наблюдаются резкие скачки показателей заболеваемости от 10 до 40 случаев в сутки. Тем временем в районе окончен первый этап вакцинации от COVID-19. Привито более 1000 жителей городов Мирного, Удачного, поселков Айхал и Чернышевский. Основная причина, мы связываем это с тем, что многие жители Мирнинского района выезжали на новогодние праздники, находились за пределами района и, скорее всего, не соблюдали меры санитарного всех тех требований, которые здесь, Роспотребнадзор нам предписывал. На следующей неделе мы ждем не менее 3000 вакцин на территории Мирнинского района. Вакцинация будет не только в городе Мирном, в городе Удачном и Айхале, но и на базе Чернышевской городской больницы, Светлинской больницы, амбулатории в Алмазном и Арлахе. Между тем, групповые заболевания норовирусной инфекции зарегистрировали в ясельных группах 3 детских садов Ленска. Общее количество заболевших составило 37 человек. Об этом передает пресс-служба администрации Ленского района. По данным Роспотребнадзора, из них лабораторно подтвердили 16 случаев. Норовирусная инфекция – это острая кишечная инфекция. Наиболее подвержены заболеванию дети до 3 лет. Жалобы начинаются через 24-48 часов после заражения. В сообщении говорится, что это, как правило, самоизлечивающаяся болезнь. Ее характерные признаки у детей – это тошнота, рвота, незначительное повышение температуры тела. У взрослых – диарея, симптомы общей интоксикации, проявляющихся слабостью и бледностью кожных покровов. Источником является больной человек или носитель. Основной путь передачи – контактно-бытовой. Предварительной причиной аварийного отключения энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС назвали свищ в котлах. Они находятся на ремонте до 31 января, передает пресс-служба МинЖКХ региона. В связи с этим предприятиям поручили перейти на повышенный режим работы. Кроме того, первый заместитель министра ЖКХ Вячеслав Емельянов поручил провести служебное расследование. На данный момент в работе находится энергоблок номер 2. Ограничений по электроснабжению и теплоснабжению среди потребителей нет. В случае ограничений подачи энергии задействуют резервный источник. В случае же неконтролируемой нагрузки Якутскэнерго поручили подготовить графики временных отключений в Заречной и Вилюйской группе районов, а также Западно-энергорайона. Комиссии ПЧС предстоит принять решение по дому Гагарина-4 в Якутске. Варианта 2 – незамедлительное расселение, либо же проведение укрепительных работ. Напомним, в одной из квартир на 2-м этаже ночью 26 января было обрушение потолочного перекрытия. По счастливой случайности никто не пострадал. Ульяна Шагина пообщалась с жильцами. Летом все течет, штукатурка падает. Сергей Алексеев живет в этом доме практически с самого рождения. Естественно, с годами деревянная двухэтажка обветшала. И только по счастливой случайности, рухнувший в начале этой недели кусок от его потолка не стал причиной несчастного случая. А ведь жертвы могли и быть. Как бы небо видно уже, и тепло уходит, я эту всегда дверь закрываю, чтобы, И, значит, я открываю, смотрю, здесь уже доски валяются с потолка.
Если бы не крыша, то через мой потолок можно было бы наблюдать за звездами, отшучивается хозяин квартиры. Но на самом деле ему не до смеха. Сергею пришлось переселить семью с 6-летним сыном, так как жить здесь уже давно стало небезопасным. Та же проблема и у соседей снизу. Полу грибки, парами дышать тоже, наверное, на здоровье сказывается. Поэтому я переехал. Даже невооруженным глазом уже понятно, физический износ дома превышает все допустимые нормы. Постоянные течи уже в порядке вещей. Скорее всего, нам просто повезло. Аккурат к приезду телекамеры рабочие интенсивно долбят ледяную гору перед домом. А с утра в подъезде наконец-то появились долгожданные новые перила. Дом рушится, вот потолок упал, стены вот так все наклонились, а нам делают вот перила, чтобы мы не упали как будто. Мы попытались взять комментарий у директора управляющей компании, обслуживающей дом, но получили категорический отказ. Юрист вам ответит на все вопросы. Записывайтесь, переходите в приемную. Потом, все же подумав, соглашается ответить на наши вопросы. Как оказалось, и без юриста руководитель владеет всей информацией. По словам Виталия Остапенко, управляющая компания делает все возможное, чтобы поддерживать дом в нормальном для проживания людей состоянии. Но вопрос с перилами все же не оставляет нас в покое. Перила, да, заменили. Заявка вчера поступила, насколько я помню. Сейчас с утра ребят сразу отправил. Между тем, к ситуации с обрушением потолка подключилась и городская прокуратура, которая проведет соответствующую проверку и даст оценку действиям должностных лиц, непосредственно обслуживающих данный многоквартирный дом. В связи с тем, что в средствах массовой информации был размещен фотоматериал об обрушении потолочного перекрытия, прокуратурой города организована соответствующая проверка, по результатам которой будет дана оценка действий должностных лиц, которые непосредственно обслуживают данный многоквартирный дом. И при наличии оснований будут приняты меры реагирования, прокурорского реагирования. Дом на Гагарина 4 – один из нескольких оставшихся в этом районе подобных деревяшек. Как три тополя на Плющихе, эти дома в центре Портовского района вынуждены встречать гостей, прилетевших в столицу. Жильцам же давно не до гостеприимства. Весной они тонут в талых водах и собственных помоях, а зимой мерзнут. И, конечно, надеются, что управа Гагаринского округа примет меры к их скорейшему расселению. Проведено обследование, осмотр, обследование, составлены акты и будет вынесена комиссия по чрезвычайным ситуациям. В данной квартире сейчас проживание считаю невозможным, так как есть угроза жизни и здоровья граждан. Вердикт комиссии жильцы дома ждут с надеждой. Ведь помимо незамедлительного расселения могут вынести решение и о проведении укрепительных работ. В таком случае жильцам многострадальной деревяшки придется как минимум 5 лет молиться всем богам, чтобы не придавило. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. В процесс налоговой отчетности предприятий внесли изменения. Теперь появились льготы и для физических лиц. С этого года отменена обязанность организаций на предоставление деклараций по транспортному и земельному налогам. Следовательно, исчисления этих налогов будут вестись на основании сведений, полученных от регистрирующих органов. Также с этого года внесены изменения в проведение льгот, точнее предоставление льгот. Например, от уплаты транспортного налога на один автомобиль освобождаются многодетные семьи. Льготы предусмотрены и для организаций, которые занимаются растения- и животноводством, охотой и рыболовством, а также переработкой мяса, рыбы и похожими видами деятельности. Также предусмотрены льготы по оплате транспортного налога для организаций, у которых основным видом деятельности является осуществление пассажирских перевозок на городских и пригородных сообщениях, также перевозка пассажиров в междугородних сообщениях. Также предусмотрена льгота для организаций и физических лиц на 50% от суммы численного по транспортному налогу по транспорту, который применяет именно сжиженный углеводородный газ, также углекислый природный газ. Для этого необходимо подать налогоплательщикам заявлением, подтверждающие документы. Прежде всего, это паспорт транспортного средства. Сейчас короткая реклама. Смотрите далее в программе. Якутский проект «Покорители холода» получил гран-при региональной премии «Серебряный лучник. Дальний Восток». «Черный снег» теперь и в России. Фильм якутского режиссера Степана Бурнашова вышел в ограниченный прокат страны.
Итоги конкурсов «Снежная горка» и «Снежное чудо» подвели в поселке Чульман Нерюнгринского района. Работы покорили сердца не только детей, но и конкурсной комиссии. Итоги дня. Продолжаем программу. Якутский проект «Покорители холода» получил гран-при региональной премии «Серебряный лучник. Дальний Восток». Как обладатель главного приза регионального конкурса, проект вошел в шорт-лист 24-й национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» и будет бороться за победу уже на всероссийском уровне. «Покорители холода» – это путешествие-соревнование. Команда из блогеров и туристов в сопровождении наставников в течение 2 недель ездят по Аймиконскому и Верхоянскому районам в поисках самых низких температур. Проект стартовал год назад и привлек большое внимание общественности, спонсоров и потенциальных участников. К сожалению, в 2021 году нам не удалось провести проект из-за эпидемии ковида. Мы его перенесли на 2022 год, но внимание к нему продолжает увеличиваться, нарастать. Мы уже получили больше 15 заявок от участников для участия в этой экспедиции. Очень большой интерес спонсоров к нему. И я надеюсь, что в 2022 году мы его успешно проведем и еще больше привлечем внимание к нашей республике, к нашему удивительному краю. Региональное жюри «Серебряного лучника» отметило и другие проекты из Якутии. В номинации «Корпоративные коммуникации» победил проект «Твиттер МВД Якутии» как сериал про самый добрый округ в мире. В категории «Маркетинговые коммуникации» признали лучшим проект «Продвижение сети пицца». Специальный приз от жюри получил Фонд развития инноваций Якутии за стартап экспедиции Б8. В российский ограниченный прокат вышел фильм Степана Бурнашова «Харахар» или «Черный снег». Картину увидят жители примерно 10 крупнейших городов нашей страны. Для якутской киноиндустрии это настоящий прорыв. «Черный снег» рассказывает о дальнобойщике, который доставляет товары в отдаленные уголки Якутии. В очередном рейсе грузовик ломается, и в лютый мороз водитель остается один на один с бесконечной белоснежной равниной, где вокруг на сотни километров не встретить ни одной живой души. Картина основана на реальных событиях, и ее уже успели отметить эксперты. Фильм получил главную награду фестиваля «Окно в Европу» и приз гильдии продюсеров России. Я и вся моя команда очень рады этому событию и приглашаем всех вас посетить кинотеатры, посмотреть и оценить наш фильм. Мы очень старались, это была очень сложная работа, но мы все вытерпели, сделали кино, и надеюсь, он вам понравится. Спешите в кино. Режиссер Степан Бурнашов не останавливается на достигнутом. Он уже работает параллельно над 2 лентами. Первая картина – это совместно снятая с режиссером Дмитрием Давыдовым трагикомедия о деревенской жизни. Также сейчас ведутся съемки отдельного авторского проекта Степана Бурнашова «В погоне за завтрашним днем». Это не мое, я не смог. В галерее Мирного ко дню рождения района открыли выставку. Экскурсоводы рассказывают историю Алмазного края через личные вещи, картины, панно и книги известных жителей Мирного – Тас-Юряха, Сельдюкара и Удачного. Ксения Исламова побывала на выставке еще до ее открытия. Пишущая машинка, письма и фотографии Мэри Софианиди, почетного гражданина Якутии. А рядом охотничьи рукавицы и якутская утварь из Сульдюкара. На фото Анисия Иванова, жительница Арылаха. Во время войны женщина получила от прославленного полярника Папанина охотничье ружье. В галерее Мирного эту выставку готовили с большим трепетом. Здесь каждый экспонат – личная история. И с этой историей уже познакомились тысячи жителей Якутска. Экспонаты выставляли в музее республиканской столицы. Из нее в Мирный 25 коробок с вещами вернулись совсем недавно. На выставке также можно увидеть и вот такие монеты, датируемые 1785 годом. Царские 5 копеек выглядели именно так. Также здесь представлены и кольца, крестики и кулоны. Все экземпляры были найдены на территории села Крестях или на территории реки Малая Батуобия. Они находятся постоянно в Краеведческом музее города Мирного, а подарил их музею член клуба коллекционеры Якутии Рамис Наврузов.
Есть на выставке и картины художников, жителей Мирного и не только. Виктор Петров в конце 50-х побывал в палаточном Мирном. Сохранился и пропуск на территорию третьей фабрики, которую запечатлел член Союза художников. А вот другой мирнинец Олег Рысаков – самоучка. Писал северные пейзажи и работал водителем. Пейзажи Мирного изображены и на ткани. Здесь представили работы юных мирнинцев, учеников детской школы искусств. Они тоже жители нашего района, и это дети наших работников города, и поэтому решила, что они тоже должны участвовать. Ну а также они выпускники нашей школы художественного отделения. И, конечно, это не все. Кухонная утварь из бересты, деревянные резные ящики и украшения из бивней мамонта с сердоликом. Все сделано руками жителей района. Увидеть все это можно до 20 февраля в картинной галерее Мирного. Ксения Исламова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Итоги конкурсов «Снежная горка» и «Снежное чудо» подвели в поселке Чульман Нерюнгринского района. Работы, которые представил наш следующий герой, покорили сердца не только детей, но и конкурсной комиссии. Сюжет Ирины Кичигиной. Второй год администрация поселка Чульман объявляет конкурс среди управляющих компаний и ТСЖ и дворовых хозяйств на установку снежных горок и фигур из снега. Оба года в данном конкурсе успешно участвует и побеждает житель поселка Чульман Павел Патрикеев. Павел Викторович изготовлением горок занимается уже лет, наверное, 10. Сам по своей собственной инициативе эту горку у них знают чульманцы. И собирается, по сути, очень много детей. Микрорайон Заречный, ДСР, так называемый аэропорт. Чульман приезжает, и здесь очень вечером очень весело, очень интересно. Музыку включает, светомузыка включает здесь. На создание горки и фигур из снега Павла Викторовича вдохновило появление внучки. Как только выпадает первый снег, начинается подготовка к строительству. Потом Павел сооружает из щитов каркас, засыпает снегом, и к середине декабря горка готова. Затратно тут чисто только как рабочая сила, так будем сказать. Другую ничего, технику никакую я не привлекаю, ничего, чисто все своими руками. Вот и внучка, вот Лерочка мне помогает даже. Помогает супруга у меня, Ирина Ивановна. Вот, она разукрашивает это все. И также со снегом мне все помогает. Работаем с своей семьей все только. Длина горки составляет 110 метров, но это еще не предел. Павел планирует увеличить спуск до 180 метров. Тогда адреналина хватит даже взрослым, которые тоже с удовольствием могут кататься вместе с детьми. Победитель уже получил свой денежный приз в размере 30 тысяч рублей и думает, чем еще порадовать детвору. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До свидания.